Юные самбисты из разных городов России показали мастерство на фестивале «За самбо» в столице Коми. Зрелищные схватки на ковре прошли в рамках республиканского форума, посвященного реализации в регионах федерального партийного проекта «За самбо». Эксперты посетили площадки, где ребята уже занимаются этим боевым искусством. Обсудили результаты и перспективы проекта в республике Коми. Детали в материале Ольги Коняевой. 30 секунд. Первая площадка – гимназия имени Пушкина. Специальное покрытие, тренировки бесплатные. Тренер Михаил Бирюков – действующий спортсмен. У ребят глаза горят. Так выглядит на практике партийный проект «Самбо в школу». Если вы будете работать вот как унисон, тренер и спортсмен, вы обязательно вместе придете на самые высокие пьедесталы, достигая тех целей, к которым стремитесь. Самбо – уникальное отечественное единоборство. Это часть российской культуры и системы воспитания. Упор на развитие физических, морально-волевых качеств, а еще патриотизм и гражданственность. Мы за самбо! Самбо связано с историей России, историей побед, которые были и еще будут и в Коми. Печорская школа самбо была одна из самых сильных школ в Северо-Западе. Вошла в десятку лучших школ мирового уровня. В 1993 году у нас был чемпион мира Константин Лахтионов. В 1996 году серебряный призер чемпионата мира Николай Хорзов. Мне удалось поучаствовать на международных соревнованиях. А это коррекционная школа в Эжве. Здесь адаптивная самбо. Своя методика, индивидуальный подход к каждому ребенку. На 2 мы берем за верхний подворот. На 3 мы делаем шаг в сторону. Ребята только начали изучать единоборство. Тренировки 2 раза в неделю. Прошло 10 занятий. С каждым разом желание заниматься и уверенность в своих силах растут. С стрессом как-то справляются лучше. Вот сегодня приехала такая делегация. Раньше бы они все бы тут растерялись, разбежались, а сегодня они настроились, все проявили вот характер, все, что как раз-таки нужно самбисту, спортсмену. И вот показали вам, на что они вот способны. Самбо в вузы – еще одно направление партийного проекта. В СГУ единоборством постоянно занимаются 10 человек. Университет заключил соглашение с Ассоциацией студенческой спортивной лиги страны. А это значит участие наших студентов во всероссийских и международных соревнованиях. Наставничество в проекте «Самбо в школу». Например, студент 4-го курса Михаил Глухой уже готов стать наставником. Постигает борьбу со школы. Без спорта жизни не мыслит. За это время стал кандидатом в мастера спорта по самбо и первый взрослый по дзюдо. Для меня спорт вообще это вдохновление и энергия по жизни. Самый зрелищный момент этого дня – финальная схватка участников республиканского фестиваля по самбо и показательные выступления бойцов Росгвардии. Самбо – часть подготовки силовиков. Больше 70 юношей 12-14 лет. Пермь, Котлас, Березники, Усолье, Великий Устюг, Вологда, Воркута, Сосногорск, Сыктывкар. Лучших спортсменов наградили в номинациях «Воля к победе», «Самый техничный», «Быстрая схватка». Гости фестиваля отмечают организация и мастерство спортсменов на высшем уровне. Создают уже конкуренцию. Ребята вот Сыктывкара, вот сейчас у нас ребята стали 2-3 места заняли. Да, ну а раньше первые места привозили. Надо почаще вот такие турниры проводить именно в городе Сыктывкар. В год в Коми проходит больше 2 десятков соревнований по самбо. Олимпийским видам спорта в Коми уделяют большое внимание. По поручению главы мы будем открывать. Сегодня прорабатывается вопрос открытия отделения самбо на базе ШОР-2, школы Олимпийского резерва. И, конечно, мало того, что мы с вами привлекаем занимающихся, мы улучшаем материально-техническую сторону. Самбо как национальный вид спорта развивают во всех регионах. В партийный проект «За самбо» наша республика включилась в 2022 году по поручению секретаря регионального отделения «Единой России» главы Коми Владимира Уйба. Я хочу сказать огромные слова благодарности Владимиру Викторовичу Уйба за то, что он согласился возглавить данный проект в республике Коми, потому что без такой поддержки у нас достаточно сложно бы происходила реализация самого проекта, потому что он требует консолидации многих усилий и правительства, и муниципалитетов, и партий. Самбо – это, конечно, востребовано нынешним временем. Народная программа партии «Единая Россия», она собрана из именно наказов
жителей страны, наших избирателей. Работу подхватили 12 муниципалитетов региона. Только в столице Коми проект «Самбо в школу» реализуют 9 образовательных организаций. Во главу угла, конечно, стоит кадровое обеспечение. Мы сейчас занимаемся проведением курсов повышения квалификации на всероссийском уровне, прорабатывается программа на региональном уровне. И в первую очередь мы сейчас будем растить кадры, конечно, пополнять спортивные залы, обеспечивать коврами. Я знаю, что этот ресурс на сегодняшний день в регионе есть, и школы оснащаются. Ну и, конечно же, это нам потом даст хороший высокий социальный эффект. Завершился республиканский форум обсуждением. Федеральные и региональные эксперты делились опытом, наметили перспективы развития проекта «За самбо». Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».